Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы приветствуем вас на телеканалах НВК «Саха», «Мамонт», а также в социальных сетях национальной компании «Саха». В этой студии в прямом эфире пройдет суперматч «Битва титанов» по русским шашкам. Этого захватывающего события ждут многие любители шашек не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Сегодня за клетчатой доской будут сражаться два сильнейших соперника. Это Николай Стручков, международный гроссмейстер, действующий пятикратный чемпион мира, чемпион Европы и многократный чемпион России. Награжден почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. В настоящее время занимает должность исполнительного директора Федерации шашек Республики Саха. Его соперник Айнур Шайбаков, международный гроссмейстер, двукратный чемпион мира, многократный победитель и призер командных чемпионатов мира и Европы в составе сборной России. Награжден почетным знаком выдающийся спортсмен Республики Башкортостан. Является председателем регионального отделения Республики Башкортостан Общероссийской общественной организации Федерация шашек России. Итак, дорогие друзья, встречаем наших гостей. Дорогие друзья, пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня с нами в студии, позвольте представить наших многоуважаемых гостей. Это Сергей Васильевич Мясников, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Олег Олегович Марков, генеральный директор национальной вещательной компании «Саха», народный депутат Республики Саха-Якутия. Иван Евгеньевич Сивцев, начальник отдела корпоративной коммуникации некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия». Юрий Егорович Никифоров, вице-президент Федерации шашек Республики Саха-Якутия. Николай Николаевич Савинов, 13-кратный чемпион Республики Саха-Якутия по шашкам, ветеран спорта. Иван Августович Такусаров, международный гроссмейстер, главный тренер сборной команды Республики Саха-Якутия по шашкам. Владимир Ильич Птицын, почетный президент Всемирной Федерации шашек, почетный президент Федерации шашек Республики Саха-Якутия. Хотелось бы отдельно поздравить Владимира Ильича с юбилеем и присуждением высшей награды «Полярная звезда». Мария Никитична Барденырова, заслуженный тренер России, ветеран спорта. Матрена Степановна Наговицына, международный гроссмейстер, руководитель Республиканского шахматно-шашечного центра. Также с нами в студии Гаврил Петрович Винокуров, главный судья, спортивный судья всероссийской категории. Михаил Дмитриевич Сивцев, главный секретарь. Хотелось бы первое слово, приветственное слово предоставить нашему почетному гостю Сергею Васильевичу Мясникову, заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия. Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые жители нашей республики. Вот и вновь мы собрались на этой студии НВК «Саха», на так называемом «Битве гигантов». Это действительно так, потому что здесь в этой студии собрались два именитых спортсмена, которые вписали уже свое имя в историю мирового шашечного спорта. Николай Стручков и наш гость из Башкортостана Айнур Равильевич. Я сердечно от имени республики, от имени правительства республики приветствую наших гостей в студии с этим прекрасным событием. Ну а что касается нашего турнира, то он проходит уже 6-й раз. Я очень рад, что этот турнир состоялся. И все больше и больше привлекает внимание не только со стороны любителей шашечного спорта, но и со стороны жителей нашей республики, потому что этот проект направлен на популяризацию шашечного спорта в нашей республике. И чем больше зрителей сейчас смотрят за этим проектом, тем больше мы вносим вклад в развитие шашечного спорта. И я, пользуясь случаем, хочу выразить огромные слова благодарности НВК «Саха», коллективу НВК «Саха» Олегу Олеговичу Маркову за такую возможность, которая дает всем сегодня насладиться за этим турниром. Вот. И хотел бы сказать, что в нашей республике шашечный спорт, как вы знаете, очень сильно развит. И нашу якутскую школу шашек признают не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Сегодня уже вот в июне месяце предстоит очень много мероприятий.
Это и турниры, посвященные юбилею наших выдающихся шашистов. Николая Кочкина в честь 85-летия и Владимира Птицына в честь 75-летия. Кубок Илдархана будет. Это очень много событий. И, конечно же, это будет способствовать дальнейшему развитию шашечного спорта. Башкортостан, наша дружеская республика, она, конечно, очень сильная республика в области шашек. Это лидер шашечного спорта не только в России, но и в мире. Очень много именитых спортсменов, и чему является подтверждением то, что на этой студии, в этих проектах участвует уже третий участник из Республики Башкортостан. Сильнейшие спортсмены. Ну и сегодня мы с большим удовольствием будем наблюдать за этим турниром в студии НВК «Саха». Я желаю нашим участникам успехов, а телезрителям насладиться за этим турниром. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Васильевич. Сегодняшний проект является уникальным по своей сути. И стоит подчеркнуть, что национальная вещательная компания «Саха» оказывает всестороннюю поддержку и помощь Федерации шашек Республики Саха-Якутия. Сегодня важно отметить то, что этот проект реализуется при поддержке нашего правительства, в первую очередь в лице Сергея Васильевича Местникова. Компания также выражает благодарность Целевого фонда будущих поколений за то, что ежегодно, постоянно поддерживает данный проект. Слово хотелось бы предоставить Гаврилу Петровичу Винокурову, главному судье сегодняшнего матча. Спортивный судья Российской Федерации. Уважаемые телезрители, уважаемые жители нашей республики. Сразу вступаю на свою должность. Хочу пригласить наших участников, пожалуйста, на судейский стол. Для ознакомления регламента и здесь, пожалуйста. Ознакомьтесь. И для определения цвета. Мы попросим нашему гостю с Республики Башкортостан, Айнуру Равич. Черными. Для телезрителей, если коротко о регламенте, они будут играть до 6 баллов. Балл считается, если микроматч выигрывает участник 1,5 очка или 2 очка, он набирает 2 очка. Если игра на ничью, тогда 1-1. Далее у нас возможно самое большее 5 микроматчей. И здесь, если в этом 5 микроматчей состоится общие баллы на ничью, тогда здесь появляются дополнительные микроматчи. Они до первой победы играют. Особые условия здесь мы участниками обговорили. Здесь падение флажка фиксируется только участникам. И здесь у нас в часах электронные часы. Здесь по программе она уже учитывается. При дополнительном микроматче они будут играть еще в укороченном времени. Каждому участнику будем давать по 1 минуте за партию и на сделанный ход 1 секунду. Ну, здесь все. Жеребьевку сделаем. Белые. До 5 раз. Сколько раз? Сколько раз? Цифры? 4. 2. Раз, 2. Раз, 2. Ход белых. FG5. ВС3.
HG4 СВ4, DE5, код белых. Так, внимание. Так, белые, черные пускай часы. Итак, добрый вечер, дорогие телезрители, жители Республики Саха-Якутия. Я уверен, что сегодня за ходом этого суперматча смотрят не только в Якутии, да, но и в Башкортостане и в других регионах России, а может и даже в мире, да. И сегодня матч Николая Стручкова и Айнура Шайбакова, двух чемпионов мира, мне будут помогать тоже международные гроссмейстеры Гаврил Колесов, тоже многократный чемпион мира, и чемпион Европы, тоже международный гроссмейстер Николай Гуляев. Добрый вечер, Николай, добрый вечер, Гаврил. Добрый вечер. Так, ну, можно ли назвать эту битву битвой титанов и суперматчем? Ну да, вот такой матч у Николая Стручкова уже несколько раз уже он играл на этой студии. И Айнур Шайбаков, наш гость, тоже достаточно сильный спортсмен. То есть очень такие известные шашисты. Очень много успехов у них, достижений, побед. Так что, я думаю, матч будет очень интересным. Ну, говорят, что прогнозы дело неблагодарное, да? Но все-таки хочу спросить, да, у вас, как высококлассных спортсменов и специалистов шашек, ну, ваши прогнозы, ставки? Николай? Ну, с таким контролем укороченным, всего лишь 2 минуты и 2 секунды на ход, я думаю, шансы примерно равные. Просто при таком контроле можно допустить ошибку, я думаю. Да, ну, и тут еще разница в том, что Айнур, да, становился чемпионом мира по классическим шашкам, да, это стоклетки. А здесь у нас русские шашки. Насколько это... Вот. Но Айнур играл не только в стоклеточные шашки, мы с ними встречались за русскими шашками, так что это его не первая игра на этой доске, так что я думаю, у него тоже шансы неплохие. Ну, мы все жители республики, нашей республики, будем болеть за нашего Николая Стручкова. Он довольно опытный шашист, и думаю, что он покажет свое мастерство и одержит победу. Мы все болеем за Николая. Перед матчем я у обоих спрашивал, да, счет личных встреч, насколько много раз они встречались между собой на различных соревнованиях. Они сказали, что не помнят, но раза где-то 6-7 встречались между собой. И 2 победы у Айнура Шайбакова и где-то 4-5 побед у Николая. Вот такая разница личных встреч. Ну, на данном этапе что можно? Ну, здесь у Николая лишняя шашка, но Айнур прорывается по флангу, и пока неизвестно, как будут дальше играть. Я думаю, скорее всего, примерно равная позиция. Тут, несмотря на лишнюю шашку, у Николая нету такого особого преимущества, потому что Айнур прорывается по флангу и... По левому флангу, скажем, да? Да, по левому флангу. И несмотря на лишнюю шашку, тут у Айнура позиция не хуже. Николай думает, ну, в таких играх с укороченным контролем тут надо
быстро все обдумать и Еще раз напомним, что у Айнура Шайбакова у него черные шашки, а у Николая Стручкова белые. да, Инур Шейбаков, он представитель Башкортостана, 92-го года рождения, а Николай Стручков старше его на 6 лет. Ну, тут в этой позиции позиция, да, ничейная, и соперники соглашаются в первой партии на ничью. Что это означает? Это, ну, это пока первая партия. Тут еще обратным светом они должны играть этот дебют. Сейчас второй микроматч. Вторая партия микроматча. Да. И, насколько я знаю, да, Айнур Шайбаков является председателем, да, региональной федерации шашек в Башкортостане, а Николай Стручков – исполнительный директор Федерации шашек республики. Так что, да, встречаются два, скажем так, руководителя, да, Да. региональных федераций по шашкам. Но оба спортсмена, они много делают для развития шашек. И Айнур в Башкирии, в Башкортостане является вот тоже председателем федерации, а Николай у нас исполнительный директор Федерации шашек. Итак, у нас начался второй матч, да? Да, второй матч. Первый был ничейный исход. Но оба спортсмена, они, несмотря на свой возраст, они достаточно опытные шашисты и имеют очень много побед. Николай Гуляев, да, тоже в нашей студии, сокомментатор. Вы встречались с Айнуром Шайбаковым? Да, с Айнуром Шайбаковым я играл очень много раз, так как мы играли в одном возрасте. И Начиная с юношеских лет, да? да, начиная с юношеских лет, где-то с 2001 года, я с ним впервые сыграл в Санкт-Петербурге на первенстве России. И каждый год мы с ним играли по много партий, по разным программам, да. Принципиальные у нас партии были всегда. Всегда боролись с ним за высокие места на первенствах России, на чемпионатах России. У нас богатая история сражений, можно сказать. Ну, Якутия и Башкортостан, наверное, можно назвать одними из ведущих, да, самых лидирующих позиций не только, да, в России, но и в мире. Уверен, что за ходом трансляции, да, следят много любителей шашек из Башкортостана. Сейчас некоторые преимущества у белых. Николай должен защищаться вот в этой позиции. Айнур будет атаковать вот шашку c5 и Николай должен здесь защищаться. Точно после этой партии? Ну, в шашках есть три дисциплины: рапид, блиц и основная программа, да? Классическая программа. Да. И какие вот коронные, да, можно сказать, дисциплины у Николая или у Айнура? Я знаю, что Айнур становился чемпионом мира по блицу, да, именно вот в быстрой программе. Да, он становился чемпионом мира и по блицу, и по рапиду. Ну и в классических программах у него тоже неплохие результаты. Он чемпион России неоднократный. Так что во всех программах чувствует себя комфортно. Вопросов гостям не будет. А вот то, что Николай на несколько лет старше, это играет какую-то роль или нет? Да, думаю, нет, не больше. Ну, в шашках обычно в шашках все возрасты покорны, играют и старый, и млад. Допустим,
Есть чемпионы мира, даже становились в 50-60 лет, становились чемпионами мира России. И даже в раннем возрасте тоже. И в 17, и 18 лет становились чемпионами. Я, допустим, первый раз становился чемпионом мира в 17 лет. Так что у них разница в возрасте небольшая, так что тут Николай успешно защищается. Айнур пытается атаковать левым флангом, но позиция у черных защищается здесь. Да, сейчас размен. Так. Вот, время остается совсем мало. На секундах играют соперники. И тут Николай должен завести партию до ничьей. Хотя тут, да, к сожалению, тут у Николая есть проблемы. Айнур не находит выигрыш. На секундах играют, да. Да. И снова ничья, да? Был выигрыш, Да, потом был 25. выигрыш у Айнура, но он на секундах не заметил Да. выигрыш. Николай. Так, меняйтесь местами. Так, получается у нас первый матч ничья, а вторая игра у Да, нас правильно. преимущество у Айнура, да? Да. 1-0. Нет, две ничьи они сыграли. Да. Первый микроматч ничья. Сейчас будет жеребьевка второго микроматча. У Айнура был выигрыш, но он упустил выигрыш. На секундах играли. У обоих осталось по несколько секунд. И когда это нехватка времени, это называется сейтнот. То есть Следующий надо тур. все Вы опять. быстро, GH4. А вы надо все обдумать. 23. Ну а мы напоминаем, что призовой фонд данного суперматча 150 тысяч рублей. Победителю достанутся 100 тысяч, ну а проигравшему 50 тысяч, да? Есть за что биться. Ну, такой матч здесь на НВК проводится не первый раз. Шестой раз. Да, шестой раз. Первый раз в 2017 году мы играли с Николаем Стручковым. Да. И там борьба была равная. В упорной борьбе мне удалось выиграть тогда. А второй матч я играл с Сергеем Белошеевым. Тоже примерно равный был матч. И в упорной борьбе Сергей, наш гость из Крыма, выиграл. Потом наша известная шашистка Матрена Наговицына играла спортсменкой из Польши, тоже неоднократной чемпионкой мира Натальей Садовской. Тогда наша Матрена выиграла. Потом тоже с Башкирии приезжал к нам Мурадулла Амирлаев. Он выиграл у нашего Андрея Федотова. Затем Матрена Наговицына тоже играла матч с Тамарой Танцакужиной, многократной чемпионкой мира. И тогда наша Матрена тоже выиграла такой матч.
Большое спасибо Олегу Олеговичу Маркову, Сергею Васильевичу Местникову, которые всегда поддерживают наш вид спорта и нашей Федерации шашек, конечно же. Министерству спорта тоже большое спасибо. Они всегда всячески поддерживают наш вид спорта. Сейчас Николай обостряет игру. Да, очень острая позиция. У Николая отсталые шашки, так называемые, на левом фланге. Николай думает. Некоторая инициатива у нашего гостя Айнура Шайбакова, так как у Николая не развит левый фланг. Вот отсталые шашки. G7, H8 это в таких позициях эти шашки очень такие слабые. Я думаю, что здесь Айнур будет играть на победу, а Николаю надо как-то защищаться. Николай играет центром, но все равно вот шашка H8 очень плохая, которая не может играть пока. Трудно ввести в игру вот шашку H8, которая отстала. Здесь СБ2 ход напрашивается. Айнур играет по-другому. Тоже ход неплохой. Да, ну, по эмоциям, да, Николай, видно, что он Да. находится в трудной позиции. Сейчас последует, наверное, размен. И да, так и поменялся Айнур. И большие проблемы очень. Да, позиция, кажется, тут уже у Айнура. Николай ставит ловушку на нападение. Да, Айнур заметил. Айнур не попадается. И здесь, к сожалению, здесь Николай, наверное, проиграет вот этой позиции. Николай остается без шашки. У Айнура. Айнур ошибается. Надо было, наверное, играть по-другому. И Николай здесь. Выходит с дамки, да? Да. И здесь, наверное, будет ничья. Айнур в какой-то момент упустил выигрыш. И Николай здесь должен довести партию до ничьи. Позиция ничейная, да, они соглашаются на ничью. Да, в какой-то момент. Дорогие друзья, мы напомним то, что главным спонсором сегодняшнего суперматча является целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия.
суперматч продолжается. Мы вернулись из перерыва на рекламу и наблюдаем за процессом. Итак, у нас продолжается игра. Четвертый микроматч. Ну, Николай, Да, сейчас играется четвертая партия. Предыдущие 3 партии закончились в ничью. Тут счет считается микроматчами, то есть по 2 партии. Первый микроматч они сыграли в ничью 1-1. Сейчас идет вторая партия второго микроматча. В первой партии они сыграли в ничью. Ну вот и вторую партию играют. Тоже на доске острая позиция. Может закончиться результативно. Будем следить дальше за партией. Но здесь, я думаю, здесь преимущество у белых, то есть у Николая. Николай здесь должен попытаться играть на победу. означает ли это, что Николай будет рисковать или нет? Ну да, здесь он, у него позиция получше. Инициатива некоторая есть у белых. Айнур здесь, Айнуру надо защищаться. Да, Вот. позиция здесь уже... тут надо пожертвовать и напасть, наверное. Надо отдать шашку А5 на Б4. И да, вот так и играет Айнур. Переворачивается. Да, и здесь уже... здесь уже у черных позиция не хуже. Николай должен здесь выбрать план. Или играть, окружать позицию черных, или как-то... Ну да, здесь нехватка времени. Здесь вот в таких играх очень бывает много ошибок из-за нехватки времени. Тут надо все быстро. Так, Николай выбрал план такой. Так. Ну, и позиция немножко упрощается, и позиция примерно равная позиция возникает. Так. Здесь уже... Все равно с преимуществом черных. Да, из-за нехватки времени вот так. Да, тут перехватывает инициативу Айнур Сайбаков. И Николай, похоже, здесь уже проиграет. Да, позиция у белых проигранная. Айнур здесь, наверное, не упустит. Да, позиция проигранная. И Николай сдается, да. К сожалению, второй партии второго микроматча Айнур Сайбаков одерживает победу и выходит Отдых. вперед. На пару минут. После 2 микроматчей счет становится 1,5 очка, то есть 3-1 получается, да. Да, ну и спортсмены берут небольшой перерыв. Впереди еще 3 микроматча. Дорогие друзья, пока у нас объявлен перерыв, давайте зададим вопросы нашим гостям в студии. Первый вопрос, конечно, хотелось бы задать Владимиру Ильичу Птицыну. Владимир Ильич, как вы считаете, насколько сегодня важно проводить такие матчи? И, пожалуйста, поделитесь вашими эмоциями по ходу сегодняшней встречи. Такие матчи уже традиции. Вот, благодаря нашему правительству, вот, куратор Сергей Васильевич, вот, спонсор фонд будущих поколений, и вот наше телевидение, генеральный директор Олег Олегович. Вот, я считаю, что это оно для
в общем-то, для зрителей, для любителей является главным источником пропаганды наших шашек. Вот тем более сейчас в июне сплошной фестиваль у нас, вчерашнего дня начались. Вот, и вот сегодня продолжается Кубок Кышкина, Кубок Илдархана, Кубок Мельдехсе. Так, и вот сплошь рядом, вот весь июнь вот так будет. И вот этот стартовый матч, он, как говорят, заряжает всех наших зрителей. Вот у меня такое. Ну, а так играют они очень остро, даже не следишь, что как. В общем, так, они такие люди. Вот, я Айнура знаю, и Николая знаю с малых лет, поэтому они давно встретились друг с другом. Хорошие мастера. Вот, Башкортостан шашечная держава, можно сказать, наравне нашей республикой. И вот скоро приедут на это фестивале. Там во главе Юрием Чертаком и главным тренером Тамарой Танцакурной, главной героиня наших шашек стоклеточных, вот подруга нашей Ирина Наговицыной. Вот они тоже будут состязаться, скоро приедут, мы увидим их, таких, в общем, именитых, знаменитых шашистов. Владимир Ильич, спасибо. Конечно, хотелось бы задать сегодня вопрос также Матрёне Степановне Наговицыной. Буквально недавно, по ощущениям, буквально вчера мы наблюдали за напряженной схваткой Матрёны и Тамары Танцакужиной, которые уже упомянули. И, конечно, хотелось бы послушать ваше мнение насчет сегодня развития шашек и, в частности, сегодняшней встречи. Добрый вечер. Да, сегодняшний матч действительно очень волнительный, так как я была на этой студии в качестве участника таких матчей 2 раза. И было действительно очень волнительно. И сейчас наблюдается действительно очень острая игра, партии интересные. До этого я смотрела партии Гаврила Колесова с Сергеем Блашевым, там тоже были очень прекрасные партии, и сейчас, мне кажется, вот эти партии тоже повлияют для наших юных шашистов, будут изучать вот эти вот игру, полюбят шашки, полюбят русские шашки. И действительно, я желаю всем, чтобы этот вид спорта у нас тоже очень сильно развивался. Благодарю всех за поддержку. Спасибо. Олег Олегович, конечно, хотелось бы послушать ваше мнение как одного из сегодня главных партнеров нашей Федерации шашек, Федерации шашек Республики Саха-Якутия, о том, как, на ваш взгляд, сегодня развиваются шашки в нашей республике, в частности, и в стране в целом. Ну и, конечно, ваши эмоции и мысли по ходу сегодняшней встречи. Ну, я очень надеюсь, что сейчас вся республика следит за этой игрой, потому что действительно у нас шашками увлекается, можно сказать, вся республика. И когда я в школе учился с 1 класса, у нас был отдельный урок шашек, поэтому любовь к шашкам, как говорится, привили нам с детства. И то, что эта битва титанов у нас стала доброй традицией, конечно же, мы очень рады и с удовольствием, как компания, поддерживаем шашки. И вообще идея проведения этих игр было то, что у нас есть очень много чемпионов мира, международных гроссмейстеров. Мы про них очень много слышим с экранов телевизора, да, читаем на страницах газет, на сайтах, но воочию посмотреть полную игру гроссмейстеров это удавалось немногим, как говорится, и поэтому мы совместно с Фондом будущих поколений, с правительством республики и с Федерацией решили сделать так, чтобы вся республика, особенно молодежь и дети, которые сегодня играют в шашки, воочию посмотрели, как играют действительно настоящие гроссмейстеры, чемпионы мира. И очень хочется, чтобы эта традиция продолжалась. И из года в год мы здесь в студии встречали знаменитых гроссмейстеров с нашими спортсменами. Конечно, я очень переживаю за Николая Стручкова. Я очень знаю, что ему очень тяжело, волнительно, потому что, во-первых, он у себя дома, ну и то, что он работает у нас в компании и полностью занимается здесь и организацией этого турнира, и сценарием, и так далее. Ну, мы очень сильно волнуемся, и здесь сидеть и смотреть — это очень волнительно. Ну, желаем спортсменам удачи. Спасибо, Олег Олегович. Гаврил Петрович, подскажите, пожалуйста, можем ли мы далее продолжать и вновь пригласить наших спортсменов? Так, Стручков белым, Шайбаков черными. Так, здесь еще
хочется сказать, что параллельно с нами работают наши международные гроссмейстера Гаврил Гаврилович Колесов, комментирует, и с ним вместе Николай Григорьевич Гуляев. Так, сколько? 4. Раз, два, три, 4. Так, полетели. F2, O5. Угу. Так, черный пускай сейчас. Код белых. Итак, у нас после небольшого перерыва, надеемся, что этот перерыв пойдет на пользу Николаю, да? Да, Николай сейчас должен отыграться. Ну, Николай достаточно опытный шашист и титулованный пятикратный чемпион мира. Выпала очень острая жеребьевка. Сейчас Николай должен попытаться сравнять счет матча. Ну, у нас в республике шашки очень развиваются. Большую помощь оказывает Министерство спорта в лице Леонида Николаевича Спиридонова, Федерация шашек нашей республики. Нестеров Вячеслав Анатольевич оказывает большую поддержку. Центр спортивной подготовки директор Михаил Дмитриевич Пахомов. Управление массового спорта Роман Иванович Оконечников. Все они очень хорошо относятся к нашему виду спорта и всячески оказывают помощь. Ну и я замечаю, что в последнее время много молодых, талантливых шашистов, да, появилось. Потому вот имена Тунары Федоровой, Айсены Егоровой и многих других, которые привозят, да, постоянно медали из чемпионатов России, Европы, мира. Вот буквально несколько дней назад очередную победу одержали наши молодые шашисты. Тунара Федорова победила на Кубке России. И Айсен Егоров тоже в одной из программ, в программе «Рапид» занял тоже первое место. У нас еще есть Сандара Просимова, много других очень хороших шашистов молодых. Юлия Никонорова, Нарьяна Сергеева, Большакова сестры, Кондратьева сестры, Прокопьева Аина, Бурнашов Тимур. Вот вчера у нас проводился на площади республики сеанс одновременной игры с гроссмейстерами, посвященный Дню защиты детей. И в сеансе приняло участие более 80 шашистов. Сеанс дали Николай Гуляев, Александр Азаров, Иван Такусаров. Втроем они дали сеанс одновременной игры на площади республики. Так как это пропаганда и популяризация нашего вида спорта и приуроченный вот празднику Дня защиты детей. И вот Бурнашов Тимур, один из наших молодых перспективных шашистов, единственный, кто одержал победу вот в этом сеансе. И более 10 шашистов сыграли в ничью с гроссмейстерами. Так, неплохо, да, размен. Тут Айнур проводит комбинационный удар. Здесь надо пожертвовать и напасть, да? Так, сюда. Ой, сейчас проиграет, да, Николай. Да, попался на ушко. Да, вот позиция получается, оппозиция 2 на 2, и Николай проигрывает
первую партию. Внимание. Ну, сейчас Николай опять в роли догоняющего. Тут вторая партия третьего микроматча. Тут нужна только победа Николаю. Ничейный результат не устраивает Николая, так как он проиграл первую партию. Ну, дебют достаточно острый. Тут по силам Николаю играть на победу и отыграться. А вот генеральный директор НВК «Саха» Олег Олегович Марков отметил, что Николай Стручков, да, является сотрудником компании, он работает, да, в финотделе, в финансовом отделе, и будучи участником, он был в числе и организаторов, он все это придумывал, что как, сценарий даже, да, вплоть до сценария, да, и, возможно, это, может, сказалось или как? Ну да, у Николая очень такая работа, очень насыщенная, так как он работает и на НВК, и в роли исполнительного директора тоже очень много делает. Работы очень много, и может сказывается усталость после соревнований. Вот, как я говорил, недавно закончились соревнования в Сочи. И сказывается, может, усталость. И в данном матче пока Николай уступает. Ну, а мы все надеемся на камбэк. Есть такое спортивное выражение, да, когда спортсмен или команда по ходу проигрывает и в концовке сравнивает и далее одерживает победу. Да, здесь вот в этой позиции Николай перехватывает инициативу некоторую. Позиция черных, на мой взгляд, получше. Здесь надо ходить GF6. Да, так и последовало. И ввести надо шашку B8, наверное. И давить по центру. B8. Черным нельзя ходить B5 из-за удара. Подготовил. E6 пошел. Так. Время идет, да? Тут надо нападать, наверное, BC5. Ну, тогда Айнур закроется и... Ну, очень острая позиция. Тут надо все быстро посчитать. Да, напал Николай. Так. Айнур защищается. Николай играет в ва-банк. Так как ему нужна только победа.
разменяется сейчас АБ4 и Николай опять. Позиция очень плохая. Да, как-то уверенно себя чувствует наш гость из Башкортостана Айнур Шайбаков. И похоже, что Да. одерживает он очередную победу. Даже мне, обывателю, становится Да. понятно. Николай сдается. Да, ну пока гость наш именитый Айнур Шайбаков вновь одерживает победу. И общий счет у нас 5-1 получается. Общий счет 5-1. 5-1. Да. Павлова. И Айнуру хватает одной ничьи в 2 микроматчах, чтобы одержать победу в матче. Да. Набрать 6 очков и тем самым. Ну что ж, пока у нас в очередной раз объявлен перерыв, хотелось бы послушать мнение Марии Никитичны Бурденныровой, заслуженного тренера России, ветерана спорта. Давайте мы передадим микрофон. Мария Никитична, пожалуйста. Ваше мнение по ходу сегодняшней встречи, ну и что вы думаете о том, как сегодня развиваются шашки в нашей республике и в стране в целом? Ну, вот обоих участников я знаю с малых лет. Они, значит, имеют другие специальности, но они все равно играют в шашки. И в этом, конечно, заслуга их тренеров. И я хочу, чтобы они играли как мастера Советского Союза, не как Николай Абациев и как Вера Петрова. Вере Петровой сейчас 87 лет, и она играет во всех больших турнирах, крупных турнирах. Вот сейчас, ну, в нашей республике, конечно, очень развивается, очень, конечно, очень быстро и очень успешно. И как уже вы знаете, 18 гроссмейстеров у нас. Это у нас в регионе, в регионе, конечно, это мы имеем почти первое место, наверное. Ну, желаю я им больших успехов еще в дальнейшем. Мария Никитична, спасибо. С нами также в студии сегодня один из ветеранов спорта, это Николай Николаевич Савинов, 13-кратный чемпион республики Саха по шашкам, ветеран спорта. Николай Николаевич, конечно, ваше мнение сегодня хотелось бы также услышать. Ну, как Мария Никитична сказала, шашки у нас сейчас на самом подъеме находятся. Но мы, старое поколение, тоже свою лепту внесли, конечно, благодаря, наверное, старому поколению мастеров спорта. Такие успехи у нас сейчас среди молодых. Ну, я 70-е годы вот в нашем телевидении выступал, даже проводил уроки шашечной игры, помню. Тогда вот такое практиковалось. Доска была у нас здесь на студии. И я там комбинации и так далее проводил, учебу проводил как бы. Ну и кроме того, еще и в средствах массовой информации такие конкурсы мы проводили. Массовое участие детей было. Я, например, сам в течение 24 лет каждый год проводил на свои призы соревнования среди школьников. 300 учащихся приезжали и соревновались на мои призы. Ну, сегодня вот два ведущих гроссмейстера нашей России играют очень остро. Ну, я вижу, что каждая партия не настроена на ничью, а каждой партии стараются рискнуть, получить быструю, сложную игру. И, конечно, и время 2 минуты на партию, это тоже играет роль. Вот, например, Коля
Стручков что-то долго задумывается. И вот 2 партии, по крайней мере, из-за этого он проиграл. Ну, надеюсь, еще в следующем матче он не должен проиграть. Он должен обязательно выиграть, и тогда матч дальше продолжится. Надеюсь. Сегодня также с нами в студии Иван Августович Такусаров, международный гроссмейстер, главный тренер сборной команды Республики Саха по шашкам. Иван Августович, сегодня практически на ваши плечи возложена миссия развивать шашки в нашей республике. Конечно, хотелось бы услышать ваше мнение о том, как сегодня развивается школа шашек в нашей республике и, конечно, ваши впечатления, эмоции по ходу сегодняшней встречи. Добрый вечер, дорогие телезрители. Прошло 30 лет, как появился в нашей республике первый гроссмейстер. Это Александр Азаров. Он выполнил в 1994 году звание гроссмейстера России и присвоили ему в 1995 году. И прошло уже 30 лет. Сейчас у нас в республике, как сказали, 18 гроссмейстеров, но еще наши 2 учащихся тоже выполнили в Турции в этом году звание международного мастера, международного гроссмейстера. И документы уже отправили, вот ждем присвоения. Тогда у нас в республике будет 20 гроссмейстеров. Ну, шашки у нас очень... Замечательная новость, на мой взгляд, которой можно поаплодировать, если... Ну, сейчас у нас в республике, да, вот в чемпионатах республики выигрывает молодежь. Это школьники. Вот чемпионами республики становятся наши молодые ребята. Это очень радует, что молодежь наша развивается. Ну вот в этом турнире, вот матче я сижу, вот наблюдаю за игрой нашего чемпиона Коли и нашего гостя Айнура. Вот Айнура я знаю уже более 15 лет. Мы давно уже с малых лет тоже играли, много раз встречались. Он очень сильный игрок. Ну, он еще, как видите, держит форму. Коле тоже трудно. Вот стены тоже, на стенах своих играть это... Родные стены очень сильно давят. Да, давят. Тем более, где он работает. Ну, надеемся, что сейчас матч выиграет Коля, вот этот 4-й микроматч. И будем наблюдать за 5-м микроматчем. Ну, желаю нашим участникам хороших партий, интересной игры. Спасибо, Иван Августович. Сегодня также представителем целевого фонда будущих поколений главного спонсора является Иван Евгеньевич Сивцев, начальник отдела корпоративной коммуникации целевого фонда. Иван Евгеньевич, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Ну, коротко сказать про деятельность фонда. Наша миссия заключается в формировании духовного, интеллектуального, творческого и физического развития детей и молодежи во благо устойчивого развития республики, страны и мира. И данный проект реализуется 2017 года в 6-й раз, как отметил Сергей Васильевич, который является идейным вдохновителем данного проекта, будущим руководителем фонда. При поддержке, конечно же, нашей компании АМАЗ-2, компании «Алроса». И думаю, что, помню еще матч в год столетия республики, матч между Матрёной Наговицыной и Тамарой, да, Танцакужиной, да, и где наша Матрёна одержала красивую победу над своим соперником. А также хочется сказать, что сегодняшний матч между Айнуром и Николаем станет символом дружбы между 2 республиками, Башкортостан и Якутия, а также вдохновить наших юных шашистов на новые победы. И хочется отметить, конечно же, молодых шашистов, среди которых Юлия Никанорова, которая является мастером спорта России, а также обладательницей гранта целевого фонда будущих поколений, которая в начале года стала серебряным призером в международном турнире «Звезды Узбекистана». Так что Якутия вперед. Спасибо. Сегодня также с нами в студии, конечно же, наш главный секретарь Михаил Дмитриевич Сивцев. Михаил Дмитриевич, конечно, хотелось бы послушать
ваше мнение о том, как сегодня развиваются у нас шашки в республике, в частности, в России в целом, ну и о ходе сегодняшней встречи. Здравствуйте. Конечно, шашки в нашей республике сейчас набирают популярность. Я также старший тренер республики среди юношеской сборной. И вот в этом году уже побывали в 2 первенствах России, первенстве в Европе, в Турции. И каждый год где-то 100 медалей наши шашисты приносят в нашей республике медали. Сейчас уже на первенстве России 12 золотых медалей завоевали за это время. И серебряные там 9 и 16 бронзовых. Также на первенстве Европы 8 золотых набрали по русским шашкам. Сейчас осенью первенство мира будет тоже проводиться в Турции. Туда должны поехать. А так, по ходу игры, конечно, вот Николай вот 3 дня назад в Сочи прилетел из Кубка мира, Кубка России. Там завоевал 1 место. Конечно, ему сейчас акклиматизация, время давит. И, конечно, все это быстро. И целый день собрания, готовка. Конечно, ему сложно, наверное. Но я надеюсь, как по-якутски говорят, сейчас, наверное, он будет играть. Ну, конечно, слишком не азартно, но нормально, надеюсь, выиграет. Поэтому 5-й матч ждем, будем ждать. Спасибо. Спасибо. Гаврил Петрович, пожалуйста, вам слово. Так, игра очень интересная. Так, уже здесь 6-й раз проводится. 2 раза вот Матрена Степановна выиграла своих соперниц. В дальнейшем, ну, игра шашки – это популяризация и интеллектуальное развитие нашего будущего поколения, и мы должны ставить очень большой упор. Так, по игре на сегодняшний день очень сильно Айнур Рабиевич подготовился, но сейчас, как ранее сказали, если в дальнейшем хотим хотя бы выигрыш обязательно нужно, оказывается. Если сет пойдет на ничью, тогда игра заканчивается. Так, ну, приглашаю, да? Гаврил Петрович, да, пожалуйста, если вы готовы, давайте продолжим. Участники, пожалуйста. Так, Айнур Рабиевич, да? Николай Константинович, черными. Так, сколько раз? 2, да? Так. Полетели. Так. Кот белых. Итак, у нас игра продолжается. У Николая Стручкова сейчас не очень выгодная к этому моменту, да? И сейчас надо... Ну, мы все верим в Николая. Счет 5-1. Николаю надо только выиграть. Ну, сейчас было очень сказано много слов, да, и я заметил, что шашисты республики, да, каждый год приносят в республику более 100 медалей из чемпионатов, первенств России, мира, Европы. Сейчас очень такой, наверное, лучший показатель, да, по всем видам спорта, если сравнить. Айнур играет белыми шашками, Николай Стручков черными. Дебют очень острый. Тут некоторые преимущества у черных, то есть у Николая Стручкова.
Николай идет на обострение, так как ему нужна только победа. Усложняет игру. Ничья не устраивает, да? Ничья не устраивает. Ничья. Если ничья в микроматче, то наш гость из Башкортостана Айнур становится победителем этого матча. Ну, Башкортостан очень шашечная республика. Достаточно вспомнить имена Александра Георгиева, многократного чемпиона мира, Тамара Танцакожиной. Айнур сам родился в городе Ишимбай. Сейчас живет в столице Башкортостана, в Уфе. Активно занимается шашками. Участвует во многих турнирах. И достаточно успешно. Айнур очень хорошо разбирается в коротких программах, в блице, то есть в партиях с укороченным контролем. Ну и в классических шашках тоже играет очень сильно. Николай здесь, наверное, закроется. Да, ДЦ-7. Айнур. Так. Очень острая позиция. Тут на жертву попадается Николай. Да, Айнур, похоже, сегодня... Тут у белых есть две жертвы. Выигрывает, наверное, жертва F7. Да, F7 жертвует и так и играет. Сегодня Айнур себя чувствует очень уверенно. И похоже, что одержит победу. Сейчас, если Николай проиграет, то уже досрочно Айнур становится победителем этого матча. Да, к сожалению, для нашего шашиста позиция проигранная. Да. Ну, Николай проводит комбинации, но это его не спасает. Да, все. Сейчас Айнур проведет вторую шашку в дамке, и позиция уже становится проигранной. Да, Айнур сегодня в ударе. Все. Все, Айнур становится победителем сегодняшнего матча. Все, давайте все вместе поздравим Айнура. Ну, сейчас даже выиграет по одному баллу. Все равно 6 баллов он набирает, плюс 2. И таким образом поздравим Айнура. Очень скромно себя повел, да? Айнур Шайбаков, победитель сегодняшнего суперматча. Слово, конечно, хотелось бы по итогу вначале предоставить участнику матча Николаю Стручкову. Николай, пожалуйста, пару слов. Микрофон включен. Ну, хочу в первую очередь поздравить победителя Айнура Равильевича с победой, заслуженной победой.
К сожалению, что у меня тут сегодня вообще довольно... Ну, то есть игра вообще не пошла, скажем. Очень много ошибок допустил, каких-то, можно, ляпов детских, мне кажется. И счет матча такой вот об этом и свидетельствует, скажем. Ну, Айнур, конечно, мы его специально пригласили, потому что он является хорошим специалистом именно в блице, в коротких программах, очень силен, несмотря на то, что он чемпион мира именно по стоклеточным шашкам, по русским он играет не так часто, но, как видите, форму такая спортивная, скажем, он поддерживает, и несмотря на то, что вот, может быть, опыта на игре на русских шашках у него не так много, но сегодня он показал свое мастерство, класс. Ну, хочется, конечно, поблагодарить всех организаторов матча и особенности Сергея Васильевича Мясникова как основоположника этих матчей. 2017 года они проводятся, и ну, каждый год, каждый раз он оказывает поддержку нашему виду спорта. И ну, также хочется поблагодарить национальную вещательную компанию за трансляцию и также поддержку нашего вида спорта каждый раз. И, ну и, конечно, целевой фонд будущих поколений. Этот матч вот ежегодно проводится при их непосредственной поддержке и является партнером и организатором этого матча. Ну, что сказать, еще раз поздравляю Айнура. Спасибо, что согласился приехать и побыть гостем нашей республики. И, ну и как сказали, у нас в июне уже проводится целый фестиваль шашек, можно сказать, 3 турнира целых и еще всереспубликанский турнир в поселке Мельджахси. И ожидаем нашего гостя, Айнура, еще раз в гости приехать и также побыть в нашей уже республике подольше. И, в общем, спасибо. Спасибо, Николай. Ну и, конечно, слово триумфатору сегодняшнего матча Айнуру Шайбакову. Айнур, пожалуйста. Здравствуйте. Во-первых, я благодарен за то, что вы меня пригласили, за то, что вызов был сразу принят моментально, потому что я знаю, что в этой республике, в частности у вас, очень сильно любят и видят ценность этой игры. Я бы хотел несколько слов сказать. Если бы не Кычкин Николай Николаевич, который воспитал очень много тренеров, которые, в свою очередь, воспитали очень много спортсменов, чемпионов мира, если бы не почетный президент ФМЖД господин Птицын, который был долгое время, возглавлял Всемирную Федерацию, если бы не взгляд правительства, если бы не взгляд людей, которые принимают решения там, если бы они не увидели, что в этом малозатратном виде спорта, как шашки, скрывается большой потенциал для развития, в данном случае, как якутян, как и у нас в республике, башкир, жителей Республики Башкортостан и жителей Саха-Якутия. Если бы эти 3 вещи бы не сложились, мы бы так бы и не знали, насколько важно, чтобы каждый ребенок, будь то в садике, будь то в школе, должен, как мне кажется, пройти через эту игру, потому что эта игра учит самое главное, учит, прежде чем сделать ход, прежде чем сделать шаг, она учит 7 раз подумать. Поэтому еще раз большая благодарность этим 3 столпам, которые видят всю ценность этой игры. Хотелось бы также поблагодарить Николая. Мы, в частности, Республика Башкортостан, скажу прямо, не видим ни недели, когда мы бы не обменивались бы опытом, потому что тот опыт, который принимается здесь, в Республике Саха-Якутия, перенимается к нам в Республику Башкортостан и наоборот,
всегда движет нашу страну к победам. Без этих вещей, без нашей общей поддержки тех трех столпов и того обмена, дружеского обмена, не было бы того, что Россия является законодателем мод в этом виде спорта. И она как раз-таки становится лучше. С каждым днем мы становимся все лучше и лучше. Как развивать не только спортсменов, но и наше будущее поколение. Айнур, спасибо. Хотелось бы, конечно, итоговое слово предоставить Сергею Васильевичу Мясникову, заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия. Спасибо. Завершился наш турнир. В студии было очень-очень волнительно, несмотря на то, что этот вид спорта как бы снаружи визуально кажется, что он спокойный. В студии здесь действовала мощная энергетика. Каждый шаг, каждая эмоция, они создавали мощную волну, которая здесь присутствовала. Уверен, что телезрители наши насладились, наблюдая за этим турниром. Ну а сегодня определился наш победитель. Это Айнур Равильевич. Мы вас поздравляем с победой. С победой. Значит, и Николай, я полностью понимаю Николая Стручкова, нашего именитого спортсмена, международного гроссмейстера, потому что ему было вдвойне волнительно. Он находился в своей родной республике, он находился под прицелом камеры, за которым наблюдали тысячи, может быть, даже десятки, сотни тысяч людей. И это всегда накладывает большую волну ответственности. Вот он недавно, совсем 2 дня назад, вернулся из этапа Кубка России, где он стал очередным победителем, чемпионом. Я думаю, что там было легче выступать, чем в этой студии. И поэтому мы также благодарим Николая за участие в этом турнире, за популяризацию этого нашего для нас родного вида спорта. Всем жителям, зрителям спасибо за то, что вы были с нами. Поздравляю. Спасибо, Сергей Васильевич. Ну и, конечно, приступим к нашей торжественной церемонии вручения приза. Победителю нашего турнира Айнуру Равильевичу сертификат на 100 тысяч, наш традиционный приз, подарок. Спасибо. Спасибо. И Николаю наш приз 50 тысяч. Ну что ж, дорогие друзья, на этом завершается суперматч именитых спортсменов. Суперматч по шашкам между Николаем Стручковым, представляющим Республику Саха, и Айнуром Шайбаковым, представляющим Республику Башкортостан. Айнур, мы вас еще раз поздравляем, благодарим организаторов, наших гостей, ну и, конечно, наших спортсменов. Ожидаем очередной суперматч вновь на нашем телеканале НВК Саха. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего доброго.